В старом мотеле в Аризоне путешественник по имени Лукас остался на ночь. Ресепшионист предупредил не смотрите в зеркало после полуночи. В 001 Лукас услышал шепот. Его отражение улыбалось, когда он нет. Он выключил свет. Отражение не погасло. На следующее утро полицейские нашли разбитое зеркало, но никаких признаков Лукаса. Только его отражение было там, все еще улыбающееся. Полиция начала расследование. Офицеры осматривали комнату 9, но никаких улик, кроме разбитого зеркала, не нашли. Слухи о зеркале передавались из поколения в поколение, как о том, что оно захватывало души тех, кто смотрел в него слишком долго. Каждый, кто оставался на ночь, исчезал без следа, а его отражение продолжало жить в этом мире. Тимошенко, пожилая местная жительница, знала секрет зеркала. Она вспомнила истории о пропавших людях, сделала шаг к группке зевак и показала им старую вырезку из газеты. «Здесь говорилось о том, как отражение может забирать души», произнесла она с дрожащим голосом, подчеркивая свою тревогу. Но никто не слушал, они только смеялись и стояли, пока в воздухе не повисло чувство неизбежного.